Николаевич. А что, меня слышно, да, сейчас? Дима, выключайтесь. Что это? Кто включил? Кто включил? Ребята, кто включил звук на камере, на наушнике? Здесь прибрать. Это или что? Как это? Слышно здесь? Дима, у тебя желтая какая-то картинка. Что? Он свои наушники подключит сейчас. Я говорю, я пытаюсь выяснить, откуда помеха. Не отменяли? Но он не может быть. Реально, блин, вообще просто.
Доброго дня, уважаемые любители хоккея с мячом. Мы начинаем свою трансляцию из города Сыктывкар, Республика Коми, где сыктывкарский строитель буквально через несколько минут начнет очередной матч в рамках Суперлиги России по хоккею с мячом против Нижегородского Старта. А в студии я, Алексей Карпов, и наш соведущий Андрей Панин. Доброго дня. Добрый вечер, уважаемые телезрители, уважаемые болельщики, уважаемые любители хоккея с мячом. Сегодня, наверное, нам предстоит увидеть после долгой разлуки с родной командой хорошую игру в ее исполнении. Поэтому желаем вам увлекательного матча. Да, буквально у нас месяц прошел с последней домашней игры сыктывкарского строителя. За это время команда Паула Франца совершила выездное турне и в Сибирь, где сыграли с Байкалом Энергией и с СКА Нефтяником, и в европейскую часть России, где прошли матчи с Ульяновской Волгой и Динамо Казань. Нельзя сказать, что матчи получились все удачными, но об этом чуть-чуть попозже. Сейчас вы видите на своих экранах состав сыктывкарского строителя. И сейчас нас показывают, да, вот повторяет у нас состав. Мы к нему вернемся еще чуть-чуть попозже, поподробнее будем разговаривать. Но, собственно, что можно уже отметить, так это то, что по-прежнему у нас в лазарете Александр Ваюшин, наш бортовой игрок, и ожидается, что он все-таки к тренировкам приступит в начале января. Потеря Александра Ваюшина все-таки сказывается на составе строителя, на игре. Но в последнем матче против Волги мы уже увидели, что команда научилась играть без своего бортового и выдала действительно интригующий матч. Состав старта. Здесь стоит обратить внимание на вратаря команды. Сегодня Юрий Иванчиков, основной вратарь нижегородской команды. Довольно молодой игрок. Ну и это можно сказать, что есть надежда небольшая для игроков-строителя, что молодой вратарь сделает ошибку. Да, у команды «Старт Нижний Новгород» два вратаря, и оба 97-95 года рождения. Это для хоккея с мячом, для вратарей, конечно, совсем-совсем молодой возраст. Поэтому хочется посмотреть, как эти вратари будут участвовать в сегодняшнем матче. Да, 20 лет у нас Юрию Иванчику, действительно. Сейчас представление команд. Пока у нас смотрим, как собираются болельщики на трибуне. Наш главный, можно сказать, фан-сектор. Я думаю, что еще подойдут болельщики. Не, конечно, у нас время еще сегодня. Даже до начала игры есть несколько минут. Ну и опять же, очередь видна даже из нашей комментаторской кабины. Так, Андрей, бери крупно судей. Вот пошел гимн. Почему меня слышно в трансляции?
Вот у нас озвучали гимны России и Республики Коми, команда на раскаточке, и буквально несколько минут до начала игры. Давайте пробежимся по стартовому составу. Начнем с хозяев поля, Сыктывкарский строитель. В воротах Максим Шакиров, номер 20. Полевые игроки: Роман Бояринцев, номер 5. Артем Лихачев, номер 8. Владимир Лосюк, номер 9. Максим Зубарев, номер 23. Евгений Леухин, номер 37. Максим Немцев, номер 44. Антон Оппенлендер, номер 71. Сергей Шибонкин, номер 77. Сергей Филатов, номер 83. Денис Садаков, номер 93. Запасные игроки: Денис Гутаренко, номер 90. Иван Кораблин, номер 3. Никита Агафонов, номер 7. Михаил Селедков, номер 10. Ренат Зиганшин, 12 номер. Сергей Елфимов, номер 21. И Максим Медведь, номер 70. Сразу же вопрос к вам, Андрей. Может быть, чем-то удивил состав строителя на сегодня, или все ожидаемо все-таки должно быть? Ну, они этим составом начали игру в Ульяновске, поэтому я думаю, что хорошо проведенная игра, хотя бы в обороне, что было отмечено тренером команды «Волга». Ну и наши тренера не стали ничего думать, а поставили тот же состав. Только самое интересное, что сегодня-то надо играть не в обороне, а более веселей, создавать что-то впереди, чтобы обыграть такую команду, как «Старт» Нижний Новгород. Ну, по поводу веселей, можно сказать, что «Старт» у нас действительно сама одна из веселых команд, если смотреть по результатам. И сейчас давайте дождемся нас начала игры и перейдем к составу Нижнего Новгорода. Вот раздается стартовый свисток, и поехали. Состав старта: вратарь Юрий Иванчиков, о котором мы уже говорили. Полевые игроки: номер 77 Андрей Осипенков, номер 2 Денис Максименко, номер 13 Вадим Васильев, номер 35 Максим Анциферов. И вот сейчас уже была атака нижегородского «Старта», но все обошлось. Номер 7 Михаил Тюкун, номер 12 Денис Катков, номер 14 Евгений Корев, номер 23 Алексей Бушуев, номер 71 Владимир Иванов и номер 10 Максим Пахомов. Возвращение воспитанника сыктывкарского хоккея с мячом на родной лед. Правда, я думаю, что многие болельщики хотели увидеть его немножечко в составе другой команды. Помните, наверное, выступление Максима за сыктывкарский строитель, Андрей? Конечно, конечно. Это один из самых талантливых игроков, наряду вместе с Игорем Ларионовым. Один 84 года, другой 85 года. Они ворвались и в первую лигу, помню, сразу в основной состав, и в команду мастеров в то время. Тоже стали основными игроками теперь, вот, уже давно-давно, лет 15. Мы пока таких ребят не видим в своей школе, чтобы они сразу же могли заиграть в команде мастеров в основном составе. С нашими воспитанниками, конечно, нужно еще работать и работать. Полностью с вами согласен. Пока что у нас, если посмотреть на игру, сыктывкарский строитель начинает свою атаку с половины поля. Ну, пока сложно говорить о том, что есть ли опасности. Вот прострел в центр, и там бросок. Да. Не удалось Костяйду попасть по мячу Сергею Шибонкину, капитану нашей команды. Игра перемещается в центр. Ну, пока на стартовых минутах, думаю, мы увидим борьбу на каждом участке поля. Равную, интересную, может быть, даже переходящую за грани правил. Да, если этого не будет, то, конечно, будет трудно справиться с командой Нижний Новгород. Видно, что наши хотят организовать что-то впереди и сделали вот уже такую хорошую, плотную оборону. Да. Не дают развивать атаки команды «Старт». Да, сейчас вот «Старт» снова был на чужой половине и отворот. Представим еще бригаду арбитров сегодняшнего матча. Инспектор матча Андрей Стук, главный судья Сергей Горбачев, город Балашиха, помощники главного судьи Сергей Денисов, Екатеринбург, и Юрий Медведев, тоже Екатеринбург. И вот у нас опасная же ситуация у ворот нижегородского «Старта». Угловой удар. Да, первый стандарт зарабатывает строитель. В этом сезоне пока сыктывкарский клуб, прямо скажем, не слишком удачно реализовывает угловые и наоборот не слишком хорошо играет при обороне, при этих стандартах.
чего только вспомнить тот матч с «Динамо» Москвой, который здесь был у нас на родном поле. Ну, вот розыгрыш завершается неточным ударом. Ну, а если вспоминать выездную игру со СКА Хабаровска, со СКА Нефтяника, прошу прощения, то там довольно много мячей залетело в ворота строителей после именно углового удара. Сейчас с мячом на своем поле Нижний Новгород. Вот мы уже заостряли внимание на вратаре, номер 97 Юрия Иванчика в составе команды «Старт». Между прочим, вратарь не такой уж неопытный, кандидат в мастера спорта. Был вторым вратарем сразу на 2 крупных стартах в составе сборной России на чемпионате мира среди юношей до 16 лет и на Кубке Европы среди юношей до 17 лет, где завоевал серебряные медали. В финале сборная России Данил, переключи обратно камеру на... Гадалки на ходе. Наши выступают золотые медали только представителям скандинавского полуострова. Сейчас у нас борьба на фланге. Завалили игрока под номером 7, это Михаила Чука. Мяч остался у старта. Подходит ближе даже к штрафной нижегородцы. Ну, пока что обороняется довольно успешно. Строитель. Надо внимательнее посмотреть на 10-го номера, на нашего воспитанника Максима Пахомова. Он старается сегодня развивать атаки. Через него пойдет все. Старается, конечно, забить. Нам самое главное не дать ему это сделать. Ну, будем откровенны, ведь Максима Пахомова звали в старт еще до того, как он стал играть в основе Светокарского строителя. Еще когда как раз 18 лет ему было. Это сам Максим признавался в одном из своих интервью. Но, опять же, подчеркнул, что был слишком молодой для переезда. И как раз Светокарский строитель, оставшийся без группы лидеров, предложил ему условия с игрой в основе, от которых он просто не мог отказаться. Я думаю, что и сегодня Максим Пахомов был бы в составе строителя, но, к сожалению, он выступает за гостей. Надеюсь, что мы все-таки мячей в его исполнении сегодня не увидим. А вот в воротах гостей хотелось бы несколько штучек. И еще один такой любопытный факт про Максима Пахомова. Один из самых красивых своих мячей, по его же словам, он забил ворота именно нижегородского старта, ворота Болотова, голкипера, который сегодня в запасе. Это был удар метров с 30. Ну, у нас вот сейчас момент, чуть от раньше свисток арбитров. Сделай чуть... До опасности Юрия Иванчикова не удалось развить ситуацию. Очень сильно отличается. У вратаря команды «Старт» больше работает. Ну, пока что мы все-таки не видели его именно вот в игре. То есть спасения, сейвов пока нет. Так и захлебываются, да. Мы бросаем, бьем по воротам, не получается все не в створ ворот. Да, ну я думаю, не что видим, а вратарь, увидим еще. А вратарь, Ну, вот. конечно, технично видно. Вообще вратарская школа Нижнего Новгорода имеет большие корни. Там такие хорошие вратари, как Рябов, был многократным чемпионом мира, играл за сборную. Вот мы видели сейчас, да, удар по воротам старта. Не опасный совершенно. Зафиксировал мяч Иванчиков. В середине поля, да, в основном идет игра. Поначалу, значит, еще вот играли только 7 минут, сейчас вот уже где-то минуты 15, 20 будет. Понимание, да, будет видно происходящего на поле, да. Сегодня. Вообще нам сегодня надо обязательно выиграть, потому что сегодня мы отпустим эту команду «Старт». Да, но между командами сейчас 6 очков. У Светокарского строителя 3. Единственная победа над Красногорским Зорким. У Старта, соответственно, 9 очков. Помимо прочего, Старт у нас успешно сыграл с Динамо Казанью, чего нельзя сказать о строителе, который на выезде проиграл Казани со счетом 1-6. Эти команды уже в этом сезоне, между прочим, встречались друг с другом на Кубке России. На Кубке России тогда победа была за командой из Нижнего Новгорода со счетом 3-6. Победил Старт 3 мячами. 3 мяча в составе строителя у нас забили Сергей Ефимов, Денис Садаков, Ренат Зиганшин. А вот Максим Пахомов в том матче оформил за Старт дубль.
А в 2016 году эти команды также на Кубке России разошлись еще более результативной игрой, и там Старт уже праздновал победу со счетом 8-4. За встречи забивали Иван Кораблин дважды, он у нас сегодня в составе, Сергей Шибонкин и Павел Курочкин, которого уже со строителя с этого сезона нету, который, если не ошибаюсь, завершил карьеру игровую. Ну, пока у нас на поле относительное затишье. Старт приходит на чужую половину. По левому флангу развивается атака, там решение правил. Первые минуты в обороне хорошо играют. Ну, в нашей команде... В атаке очень нравится вот 71 номер, он начинает с первой минуты очень активно. В нашей команде, вот если так посмотреть, не хватает удачи все-таки во многих матчах. Вот и в матче с Волгой при счете 4-4 пропустили решающий мяч за 5 минут до конца игры. На своем поле с Уральским Трудником пропустили за 5 минут до конца игры. Тоже счет был 4-5. На выезде с Байкалом Энергии выдали прекрасную игру. Чудом только не повезло. Действительно, это можно жаловаться на невезение. Ну, может быть, и на опыт. Все-таки где-то в ответственных моментах его не хватает. Потому что Строители — это у нас команда молодая, команда амбициозная, с прицелом не на этот сезон, а на будущие несколько сезонов. Не раз Павел Яковлевич Франц, главный тренер команды, в интервью заявлял о том, что мы строим команду именно наперед, чтобы через пару лет эти ребята, которым сейчас по 23 года, по 24 года, стали действительно основой и, возможно, даже кандидатами на участие в составе сборной страны. Будем, как говорится, смотреть, поживем и увидим. Проблема нашей команды определил заслуженный тренер Манкус, тренер команды «Волга». Он прямо сказал, что нападения нет команды строить. Поэтому, если мы вырастем в ближайшие годы хорошего своего нападающего или приобретем такого игрока, то у нас будет все в порядке. Ну, лучшим по показателям в этом сезоне у Сыктывкарского Строителя является Денис Садаков. Номинальный полузащитник в нашей команде. Хотя были времена во время выступления в Кировской Родине, когда он играл именно нападающего. И вот у Дениса Садакова у нас в этом сезоне 4 забитых мяча и 6 результативных передач. Очередной угловой. Да, возможно, сейчас он свой список пополнит. Будем Второй смотреть. угловой уже пробивают наши хоккеисты. Второй угловой, ну, 50% реализация угловых была Надо бы бить неплохим первого, подарком. они стараются разыграть, пропускают на последнюю, надо попробовать сразу пробить. Вот. Хорошо выходит, хорошая игра в обороне при стандартных положениях, при угловых и у старта. И мяч попал в убегающий. Ну, последний раз с углового Строитель забивал как раз в матче с Динамо Казанью. Это был единственный матч Сыктывкарского Строителя в той игре. С передачи Сергея Шибонкина отличился Максим Минцев, защитник. А если говорить о лидерах Нижегородского Старта, то тут бесспорно выделяются опытные игроки команды. Это Алексей Бушуев, а также Катков. Денис Катков, прошу прощения. Очень опытный игрок, он сам местный, надо сказать, хоккеист из Нижнего Новгорода. Но он поиграл во многих хороших командах. И вот самая лучшая игра его, считаю, была за команду «Зорких» Красногорск. Да, он Денис вернулся Катков, обратно, сейчас капитан команды, и через него все строится игра. Денис Катков, да, играл у нас и за «Зорки», и за 12 номер, «Ракеты», надо и за обратить «Волгу», и внимание, за да, «Старт». да. Вот сейчас выступает. 12 номер. Любопытный, опять же, факт, что в «Зорком» он играл под 52-м номером, под номером автомобильным Нижегородского региона. А когда вернулся в «Старт», был занят этот номер, 12-й. И все-таки он сейчас получил свою заветную любимую цифру. Дмитрий Чекулаев играл по возвращении Дениса Каткова в «Старт» под этим номером. Но самое интересное, что команда Нижний Новгород отличается хорошими школами, какие с мячом. Несколько школ, и в Балашихе, и
Сормова, и своя школа нижегородская. Ну, вот, сейчас посмотрел по составу, все равно из 20 человек, 11 человек приезжих, 11 хоккеистов приезжих, все-таки тренера тоже хотят сиюминутно, значит, тоже хотят результат. И поэтому все лучшие игроки у них играют в фарм-клубе. Ну да, Старт 2. Для Молодые этого же и игроки, создаются я не такие думаю, команды, молодые чтобы игроки. получали опыт. Вот. А лидерами Нижегородского Старта в этом сезоне как раз является по показателям гол плюс пас Алексей Бушуев. У него 5 голов и 11 результативных передач. Это один из лучших показателей в этом сезоне. Максим Пахомов 9 мячей, 2 передачи. И вот как раз Денис Катков, которого мы отдельно обсуждали, 6 мячей и 3 результативных передачи. За этими игроками, конечно, нужен глаз да глаз в нашей команде. Ну и самим главное не плашать, самим открываться, забивать. Тогда все получится. Вот сейчас от своих ворот снова Сергей Шубонкин разгоняет атаку. Пас на Максима Медведя, номер 70. Ну, пока все заглушаются атаки Сыктывкарского строителя на подступах к штрафной площадке. Есть сейчас, конечно, стандарт, да, свободный удар. Вот замена у нас. Иван Кораблин уходит, Артем Лихачев на лед выкатывается. Это будет розыгрыш. Хороший момент. Да, момент просто опаснейший же был. Мы прямо затихли, вот сейчас ожидая, что залетит наконец-то. Будет открыт счет. Ну, удачно сыграли гости в обороне. Хорошо сыграли, да. И вратарь вышел из ворот, сократил угол. Защитники боролись до последнего. А такое вот уже напряжение у нас повисло в комментаторской кабине сейчас. Ну, хотелось бы, да, чтобы строитель открыл счет. Это для команды Павла Франца будет уже далеко не впервой. Строитель довольно часто забивает первым. Сейчас травму получает игрок. Ничего. Прилетело в одного из защитников Сыктывкарского строителя, в Максима Немцева. Неприятно. Да, неприятно, но все обойдется. Уверен, что справится с болью, поднимется и как настоящий мужчина продолжит играть. У нас все-таки не футбол. У нас мячи посильнее. Но это не Максим Немцев, конечно. Как раз Иван Кораблин, номер 3. Только вот появился на лед. Иван боец сейчас поднимется, будет дальше играть. Да, вот уже поднимается, отряхнул снег с себя, сказал, ну все, сейчас пойдем забивать. Пауза в игре сейчас прервется, отдаст мяч строитель Нижнему Новгороду. 16 минут равной игры. Если так будет продолжаться, то я не думаю, что нельзя обыграть эту команду. Тут даже равная игра с небольшим все-таки вот преимуществом Сыктывкарского строителя. Все-таки моменты уже были. Ну, уверенности много у команды Нижний Новгород. Видно, что она атакует, старается, значит, играть первым номером. Так как у них и матч-то перед этим был удачно. Они обыграли такую команду, как Кузбасс дома со счетом 7-5. 7-5, да. И это, конечно, вселило у них большие возможности, уверенности в игре. Поэтому, да, трудно, конечно, с ней будет играть. Но это вроде как равная игра, и дома надо эту команду побеждать обязательно. Ну, с другой стороны, если посмотреть на результаты Нижегородского Старта, то дома они проиграли Байкалу 2-6. Сейчас, вот 13 декабря, Енисею 1-6. Понятно, что команды это лидеры Суперлиги. Но счет все-таки крупный. И уж в родных стенах вряд ли нижегородцы были довольны таким исходом. Трудно начинала команда, тоже было видно, что-то у них не получалось, сыгрывали. Тренер говорил, что тоже идет какое-то становление. Ну, много игроков приедет. А много игроков еще и новых. Вот в чем вопрос. То есть заметно усилили линию атаки. Ну, я здесь повысили конкуренцию. Не вижу такого игрока, который может решить там какой-то. Ну, такие игроки в Енисее и в Станефтянике играют. В командах, да, они сегодня, кстати, сыграли. Выиграл 4-1 команду Хабаровскую. Прервали там 26 матчей, не проиграл Станефтяник до сегодняшнего дня. Две прекраснейших, супер команды у нас в нашей суперлиге. Но опять же, Енисей у Станефтяника выиграл второй матч подряд. Мы же Суперкубок России не будем отбрасывать, да, в сторону. Тоже официальный матч, трофей
Красноярцы, выходят ведущие игроки, а на их смену приходят по 3 дублера и играют не хуже, что мы видели в матче Суперлиги. Да. Супер Кубка России в Краснодарске. Ну и Вот СКА это- «Нефтяник», опять же, в вот этом это, году на конечно. выезде не совсем блещет, вот с тем же стартом. Хороший прострел был сейчас, Да. кстати, без замыкать. Ну, с тем же стартом, если догадать вашу мысль, СКА «Нефтяник» в Нижнем Новгороде сыграл 4-5. Победил, очень тяжелый был матч, и там на последних минутах была ничья. То есть «Старт» — это команда, от которой можно ожидать всего, что угодно. Они могут и разгромно проиграть, и могут и побороться, и могут и проиграть. Почему бы и нет? Сыктывкарский «Строитель» тоже ведь команда непредсказуемая. После поражения в Казани 1-6 выдать с Волгой 4-5 никто не ожидал, прямо скажем. Понимаете, когда команда такая, как Хабаровск, играет с командой «Старт», естественно, что настрой совсем уже другой. Недооценка соперника. может Когда быть. эти игроки, которые играют за Хабаровск, или видно, они за сборную сыграли, все игроки с Хабаровска практически сделали эту игру, обыграли Швецию. Поэтому умеет настраиваться. Тот матч, который нужен, 5-4, это... Зачем 10 минут? 5-4, 3 очка. Надо не пропускать. Ну, сейчас нарушение правил вылетает строителя, да. Первый Антона удаление. Пенлентер Первый за пределы удаление. поля. И в большинстве сейчас будет Сыктывкарский «Строитель». Данил, так держи. Такое 10 большинство не минут. сказывается, но все равно, конечно, видно, что старт некоторые игроки начали уставать, а это, значит, будут какие-то бреши, нужно что-то придумать. Ну, матч с Кузбассом легким не был. Это выложился Нижний Новгород по максимуму, потратили все свои силы. Ну, конечно, и «Строитель» с Волгой тоже, можно сказать, ни одной ногой играл. Как сказал один из руководителей Ульяновской области, это не команда Суперлиги не должна уставать, она должна пройти весь этот период в хорошей физической форме. Это профессиональные игроки. Ну, конечно, эмоционально и всякое бывает, что команда сегодня выглядит хуже, потому что вчера она играла с такой командой, как Кубрас. Я понимаю, но все равно они должны были восстановиться, и сегодня они в нормальном состоянии. Ну, а в прошлом сезоне они вообще играли с парень в Суперлиге в первом этапе. Так что уже какой усталости нужно говорить. Конечно, надо готовиться так, как готовиться. Если ты в 2 матча играешь, значит так надо готовиться к 2 матчам, и чтобы ты физически отдыхал хорошо. И еще одна из этих. Ну, нам показали, что удален Денис Максименко, защитник, опытнейший тоже игрок, 34 года ему. Игрок сборной Казахстана и бронзовый призер чемпионатов мира, включая с 2012 по 2015 год. Я потому, что это сын игрока из Нижнего Новгорода Максименко Сергея, это, оказывается, однофамилец. Ну, мы слышим, как болельщики поддерживают нашу команду. Спасибо им за то, что всегда со «Строителем». А довольно много болельщиков, смотрите. А подтягивается до сих пор, конечно. Я все-таки неуверенная игра была наша команда на выезде. Все-таки пришли поддержать команду. Значит, любят хоккей у нас с мячом. Ну, и клуб тоже же старается идти навстречу болельщикам. Вот у нас второе удаление в составе «Старта», да, Михаил Тюков сильно удален. Вот это уже преимущество может показаться. Никто не говорит, что команда устает, сейчас вот больше моментов будет, но это кто их реализовывает. Не такая уж сильная команда, ничего тут такого не видно. Вот Капков начинает, у нас снова такая команда. Атаки, забросы. Ну, здесь у нас все в порядке. Ну, мы с забросами разобрались еще на первой игре сезона против Сепсельмаша, когда Вообще, они проходили. Вообще наша команда в этом году совсем другая. Они увидели. По своим средствам года. Есть на что посмотреть, поэтому болельщики приходят. Ну, опять же, бесплатный вход тоже свою роль играет. Небольшую, конечно. но довольно мало городов в России, Ну, где я можно думаю, что у прийти на нас Суперлигу платный спорт бесплатно. могут только позволить себе Хабаровск и Красноярск. Бесплатно. Люди смотрели. Это тоже популяризация хоккея с мячом вкладывания. Мы сейчас сбили игрока «Строителя».
в этот раз поправила. Жалко, что две команды всего осталось в Суперлиге, на которой надо так особо посмотреть. Даже Байкал сегодня, значит, оступился, проиграл свою игру на выезде, на которую на Байкал тоже ставили, что они медали. Ну что, все впереди, но столько начало сезона позади, скажем так. Сыгран-то всего ничего. 7 команд претендуют может претендовать при удачном стечении обстоятельств на бронзовые медали. Вот именно что, да, на бронзовые медали. То есть мы в Может финал быть, уже... Может быть, это и хорошо. В финал мы уже досрочно отправили Байкал, видимо, и СКА. СКА и Енисей. Это уже однозначно. Ну и пока по сезону Енисей будет предпочтительно. Очень хорошо. Вот сейчас момент у ворот Строителя. Выход 1 в 1. Максим Шакиров. Прекрасно сыграл. Не зря его сегодня Растерялся. выставили, да. Угловой удар. А посмотрим, как Нижний Новгород реализует. Опаснейший момент был. Вот эти забросы. Ну вот это называется, скажем, успокоили бдительность защитников Строителя. Прошел один заброс, опаснейшая передача. Вот третьим стоит Максим Пахов, номер 10-й. Я думаю, что сейчас может быть даже пропустит на него. Вот первый бьет. Хорошо, ребята вышли. Сколько уже угловых в этом сезоне уже должны приспособиться. Поспокойнее играть. Нельзя же быть удаленно. Да, удаляют нашего игрока. Надо так играть в отборе. Явно играть в отборе. А тем более ничего опасного сейчас-то после того, как мяч вылетел с А это пределов 25-я штрафной, не минута, было. она всегда такая. 25-я минута, когда становится совсем тяжело и нет равноценной замены, то приходится это. Сейчас ребята немножко отойдут, и я думаю, что концовку сыграют более лучше. Ну, у старта ведь тоже, если посмотреть, скамейка не такая широкая, не такая мастеровитая. Да, поопытнее, чем Строители, но по сравнению с другими командами, Новгород многим уступает. Да, нет ничего в этой команде такого суперестественного, супер высокого какой-то игры. Я думаю, что нужно справляться с этой командой. Ну, были бы у нас хорошие нападающие. Но мы видели уже, как московская «Динамо» здесь играла, тоже на равных практически был матч с Строителем. Все решил опыт пары игроков. Команда молодая, команда хорошо бежит, все катается на коньках. Это все три компонента хоккея с мячом в одном. Поэтому ты их только научить, я думаю, что тренер там у них хороший, он их что-то немножко научил, и они хотят, то и делают. Я думаю, что «Динамо» Москва в этом году хорошо вышла. Ну, действительно, сплав опыта и молодости. То же самое можно говорить и про молодежка «Спартак». сегодня проиграла в Крылатском, это тоже Вчера, клуб, по-моему. да. Вчера, Вчера, да, и сегодня. Сегодняшний был матч в 9. Да, и я посмотрел по составу, там играют ребята за Крылатского, это все приезжие. Все лучшие молодые игроки своего региона. Почти сборная России Да, молодого возраста. молодежная, юношеская, все туда, вот всех собирают, и там, значит, если бы была такая возможность у нас, я думаю, что у нас тоже были бы хорошие команды. Для этого нужна еще и своя академия. Все-таки интернат, а не просто Ну, это спортивная школа. легкий путь собрать всех лучших молодых игроков и Не знаю, я думаю, что сделать человек... базу для молодежной Скауты, сборной. которые общаются с людьми, с вами могут поспорить, потому что далеко не каждого молодого игрока отпускают семьи, команды. Хорошие клубы наблюдают за хорошими игроками, все правильно. Кто там так просто не слышит. Если есть приказ Федерации хоккея с мячом, чтобы более хорошего игрока отпустить в «Динамо», Да. Ну, нам приходится вот искать вот из таких игроков, которые играют за «Старт» Нижний Новгород, все те игроки, которые играли, переиграли в «Белой Гвардии». Также у нас ну и своими резервами тоже обходиться. времена Пахомова времени закончились. Может быть, какая-то А вот сейчас... новая Да. звезда и будет у нас в хоккее с мячом в Сыктывкарском. Ну, чтобы звезда в Один. Сыктывкарском была, нужно, конечно, вот такие моменты. да, Опаснейший момент, да. конечно, реализовывать. Это только угловой, к сожалению. Ведь момент, не знаю, не могу сказать, что стопроцентный, да, но очень близко к этому. Там, наверное, трибуны выдохнули. И еще такая опасность сейчас был удар. Опасно пробитие.
Трибуны выдохнули, а в перерыве, между прочим, для трибун будет целая конкурсная программа. Спешу их порадовать, если вдруг кто-то слышит или вдруг у кого-то друзья сейчас на трибуне, можете отправить им смс-ку, чтобы не уходили с трибун, не уходили, потому что там будут розыгрыши призов. Главный приз — дрель. Довольно такой мужской подарок. Я бы, наверное, оделся, побежал, поучаствовал, но участвовать могут только болельщики, у которых есть специальные купоны, которые получили первые 1000 болельщиков у нас на сегодняшней игре. Вот сейчас... Борьба за дрель будет более интересной, чем сейчас на поле. Первые 30 минут. Да, борьба за дрель — это то, что нужно. Ну, естественно, призы с атрибутикой сыктывкарского строителя, календари, клюшки, мячи с автографами игроков команд. Я думаю, что среди автографов будет и роспись главного тренера сыктывкарского строителя Павла Яковлевича. Потому что клюшка с автографом Павла Франца — это действительно приятный подарок для любого любителя хоккея с мячом. Я помню, когда Павел Яковлевич только приехал сюда, в Сыктывкар, здесь проводился Кубок мира среди юниоров, то там за клюшками с автографом Павла Франца целая очередь выстраивалась. Потом болельщики друг у друга ее спрашивали, уточняли, как можно перекупить или, может быть, просто подарить. Так что ажиотаж был неслыханный. 30-я минута. Полчаса, да, такие, не скажем, что зрелищные. Я так думаю, что он очень маленькой скорости, конечно. Очень медленно играет та и другая команда. Такое ощущение, что они обе уставшие. Ощущение такое, что если кто-то прибавит скорость, кто-то вообще не выиграет. Ну, вопрос, есть ли возможность в прибавлении этого? Это самый главный вопрос, да. Все тихо, все медленно по сравнению с такими более ведущими игроками, командами. Ну, старт в этом сезоне не уходил ни разу без забитого мяча с поля. Ну, имея таких нападающих, разве можно найти? Пахомов, Бушуев, Перминов, игроки, которые умеют, не могут. Ну и нападающие, в том числе есть еще и молодые, ведь, то есть Иванов, Саксонов, Желчаков в составе старта. Вот сейчас довольно так рискованно было перед своей штрафной разыгрывать мяч. Да, могли нижегородцы-то перехватить. В середину поля побыстрее переходить и развивать что-то. У нас, как сказал известный футбольный тренер Валерий Казаев, академики с тросточками пока на льду. Да, очень медленно идет всегда. Хотелось бы, чтобы строитель прибавил скорость. Они могут, я думаю, что подскажут, встряхнут в перерыве. Хотя до перерыва еще 15 минут. Даже меньше. Дальний, еще один удар. Дальний удар, но с такой позиции забить сложно. Но хотя, опять же, имеет в виду сыктывкарцы, что вратарь молодой у старта сегодня. Доверили ему пост номер 1. И пока эти надежды оправдывают, были моменты уже все-таки у строителя. Счет мог быть вполне и 2-0 уже. Смотрите, какой физически большой вратарь у команды «Старт Нижний Новгород». Очень техничный, и смотреть его дорого. Я думаю, что трудно его будет забить, но надо. Ну, мяч маленький, вратарь большой, они могут и разминуться друг с другом. Вся игра нашей команды складывается опять через полузащитников, особенно. Очень рано мы отдаем бортовым. Они мучают себя вот, и могут развивать вот такую контратаку. Бортовые защитники, конечно, где-то нападающие должны работать. У нас и полузащитники ведь являются, повторюсь, лидерами в этом сезоне по гол плюс пас. Это и Садаков, и Зубарев, у которого 4+5, и Антон Пенлендер 4+1. Это все именно полузащитники. Это игроки, которые под нападающими у нас выступают. А вот от нападающих, конечно, остроты пока нет. И сегодня... Навес на одного из наших нападающих. И сегодня у нас вот Владимир Власюк в стартовом составе выходил. Но пока что в его активе только один мяч в этом сезоне.
Это ворот уральского трубника. Аж 7 ноября последний раз отличался нападающий Сыктывкарского Ну, строителя. вот сейчас уже 33 минуты почти выходит на поле. Я бы не сказал, что он что-то сделал, 9-й номер. А не видно, Я ничего не нападающих говорю, но мне в игре кажется, нет. что Да. нужно использовать, конечно же, наших нападающих место. Им дает право поиграть. Тут Разница всё равно нет, какой нападает вопрос в том, что а кому? То есть у нас ведь Ну, у нас в запасе есть только Агафонов, Никита есть Агафонов, да, Агафонов. молодой игрок, а Владимир Федосеев, который также заявлен за основу, получил травму, школы. перелом Тяжелейшую ключицы, травму да. получил, да. И Долго сроки не- восстановления, наверное, еще толком даже Да, 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 неизвестны. да, да, вот это. В матче за Хотя бы Агафонов, резерв. поэтому Я думаю, Никиту мы сегодня на поле увидим. дай бы У бог. нас не такая длинная Хотелось бы, скамейка. да. Я говорю, что 9-й номер он ничего не отличается. Он Пока ничего что только такого. фактурой. Да. Будем прямо говорить. То есть фактурой и габаритами. Да? Ну, хотя мы общались с Владимиром перед выездом в Казань. Понимает, что Где эти? Да. Вот и гол. ну что вот это А было. это из-за чего? Из-за того, что вот устали наши защитники, не стали Ну успевать. такая невнимательность, да. И вот старт Тем открывает более- счет тем 0-1. более В старте есть такие игроки, которые могут так. Они сделали буквально гол из Старт ничего, бери. ну, на самом Дима, деле. То старт есть команды. не предвещало опасности. Совершенно такой момент, даже близко не подходящий, не похожий на взятие ворот. И мяч оказывается за спиной Максима Шакира. Тут Евгений Корев отличился. Обидно. Тут другого. Хабаровский хоккеист, играющий в команде открыл счет в нашем матче. Смотрите, ничего не предвещало, вот так удар и все. Ну, там можно, конечно, рукой махать сколько угодно. Сигнализируя, что якобы где-то был офсайд. Ну а теперь Но нужно еще больше раскрываться. Еще больше, а за счет кого сейчас? За счет опять полузащитников. Это может привести к очередной Ну, не за счет же вратаря, в принципе, да? контратаке. Да, в карьере Евгения Корева было только две команды. Это СКА, Нефтяник и Нижегородский старт, собственно говоря. Лучше бы он сегодня играл за СКА. Может быть, помогло Хабаровску. Любитель рыбалки, как выяснилось недавно. И любитель сырой замороженной На рыбы с Волгу перцем. поехал на рыбалку. Ну, может, его сейчас на вычеду сводить, пока в перерыв. Вряд ли он поедет в Сыктывкар. Данила, открой. Так, у нас вот Открой. Бушуев, номер 23, Алексей Бушуев, мастер спорта международного класса. Автор 11 результативных передач, Момент напомню. еще не закончился. Ну, не, вот сейчас вот у меня еще строителя. Молодец. Разрядили обстановку. Иван Кораблин. Вот сейчас на нападающего. Нет, Смотрю, нападающий, как- да, вот у нас опять не Владимир дошло до Власюк. 9 номера. Лучше бы до 7 доходило. тогда. Есть сомнение, что и до 7-го здесь в этом моменте не дошло, потому что передача и игрок слишком разминулись друг с другом. Слишком далеко. Да, не точно было такая, не точный заброс. Там заброс был. Игрока. Главное, чтобы избавиться от мяча на своей половине. Там уже накрывали нападающие полузащитники старта, защитника строителя. Вот у нас прорыв по флангу, вот потеря мяча и 77 номер Нижегородского старта его отбирает. Картина не изменилась ни в коем образом, по сути. Забитый мяч не повысил скорость ни у тех, ни у других, а с другой стороны, старту сейчас даже скорость повышать и не надо. Их и 1-0 устраивает. 1-0 это те же самые 3 очка. Там на разницу мячей смотреть никто не будет. Тем более, с учетом того, что у нас плей-офф проходит по обновленной системе, и лидеры сами выбирают себе соперника, то там независимо, какое там у тебя место будет, 7-е, 8-е. Главное, чтобы в зоне плей-офф. Нам, конечно, об этой зоне пока остается только мечтать. Тем более, свои очки встретили пока не набирает. Мяч Вот нашего Власюк, да, нападающего. пробежал, уткнулся в двух игроков. Все на месте. Пока. Там 2 игрока, 2 защитника старта грамотно сыграли, взяли вот такую, ну не в коробочку, а почти что. Не дали пройти дальше.
поэтому ожидаемо. 7 минут у нас до конца первого тайма. Очередная атака разгоняется Максимом Зубаревым. Снова на фланг. Здесь нарушения правил нету. Чисто играет в мяч хоккеисты Старта. И уже свою контратаку развивает по тому же флангу, по которому только что была атака Строителя. Переход в центр. Дальний снова выстрел. Хотели, конечно, нижегородцы угловой в этом эпизоде, но от ворот только. Слишком многого хотят. Не думаю, что болельщикам такая игра сегодня нравится. Да. Суета. Это вот... И вот сейчас вот... Да! 1-1 забивает Сыктывкарский Строитель. Сравнивает счет на 39-й минуте. Ну, и опять же можно сказать, что не было здесь такого стопроцентного момента. Как и в случае со взятием ворот в исполнении Нижегородского Старта. Не было никакой осмысленной атаки, не было никаких-то какое-то начало. Ну, по таким неосмысленным атакам 1-1, ну и на табло тоже 1-1. Они забили нам такое, да. Такое 1-1, все начнется сначала. Пожелаем успеха нашим ребятам. Абсолютно закономерно. Больше таких моментов. Нет, абсолютно закономерный результат вот сейчас по первому тайму. Если кто-то бы сказал, что Старт заслужил победы по первому тайму, не знаю, пусть первым бросит камень. Не в меня, конечно, в кроме другого. Вот. А вот сейчас нет, здесь уже раньше был свисток. Нету повтора. Вот показывается плашечка, что Сергей Шибонкин отличился. Капитан команды, да, номер 77. А вот сейчас повтор, давайте смотреть внимательнее. Вот он у нас Сергей с мячом. Вот так вот, да, рикошетом, по-моему, даже, да. Хорошо поймал мяч и, конечно же, ошибка вратаря. Вот она, где, как вы говорили, да, молодой вратарь. Все-таки пропустил этот мяч. Тренерский штаб Старта знал, на что идет. Винить пропущенные мяча не могут прежде всего только себя. Вова, играй слева, пожалуйста, Вов! Защитник не поймал, а да. Шибонкин поймал этот мяч. А с другой стороны, бросил, будем объективны, где еще вратаря наигрывать, да, на уровне Суперлиги? В Кирове, в Сыктывкаре, ну, может быть, на своем поле еще в матче с парой команд. Опыт же тоже нужен молодежи. И тот опыт, который они получают в высшей лиге, его нельзя сравнить с накалом Суперлиги. Вот Михаил Солидков выходит на лед. 10-й номер. Вместо Власюка. У нас Строитель играет по-прежнему в одного нападающего. Поэтому большая часть нагрузки. Понравился он, конечно, прошлый сезон в высшей лиге нашим болельщикам. Но потом была травма, которая вывела там его команды были на концовку сезона. Суперлиги. Я считаю, что он для высшей лиги он, конечно, супер игрок, а для Суперлиги ему еще надо расти и расти. Хотя ведь и играл за известные команды, в том числе ту же самую Байкал Энергию. Но вот сейчас, да что же это такое-то, но дали пробить игроку Старта и уже 1-2. Было до этого удаление, вот Сергей Филатов был удален в составе Строителя, но сейчас он, конечно, выходит на лед обратно, досрочно завершился штраф. К сожалению для нас. Максим Анциферов забивает гол. Да, Максим Анциферов. Это воспитанник архангельского хоккея. Номер 35. Дима Медиафу. Попал он в ворота в самую девятку. Там кстати, новичок с Нижегородского Старта только вот в этом межсезонье перешел в команду из Нижнего Новгорода. Ну, 1-2 это еще не повод расстраиваться. Во-первых, есть еще 2,5 минуты, чтобы сравнять счет снова. Во-вторых, есть еще целый тайм. Я думаю, что мы в самом дебюте этого тайма увидим атаки от Строителя, потому что довольно успешная тактика не раз уже использовалась с сыктывкарской командой. Быстрый старт именно во второй половине.
Как-то легко он разобрался там по левому краю, по нашему Ну, правому. видимо, сказала, что еще не совсем разобрались игроки строителя после удаления. Там, говорю же, защитник Филатов нарушил правила, был удален. Возможно, зона образовалась свободная, которую не успели вовремя закрыть. Вот по ней проход прошелся. Вот сейчас, да, такая Жесткая борьба пошла. жесткая. Как раз вот Анциферова уронили. Писать не надо писать. Не надо. Ну, все хорошо. Конечно. Такое доброжелательное похлопывание клюшечкой по ногам. Данил вообще. Если вспомнить матчи высшей лиги, там о доброжелательном похлопывании никто мог и не думать. Там максимум такое похлопывание, за которое можно было удалить до конца матча. Роман Бояринцев у нас делает заброс вперед. За мяч побороться не удалось. Вот. Сейчас он опять возвращается к строителю. Опять же, такие проходы чреваты потерями, что сейчас и произошло. Отобрали. Поборолся хорошо. Нижегородцы мяч, это Денис Не дал Максименко. развить контратаку. Но опять же ищут наших бортовых защитников. Дают пасы точно. Сейчас цепляли, конечно, игрока старта. Будет отложенное удаление в составе строителя. Ну, точно будет, потому что довели нижегородца атаку до удара. И хорошо, что мяч в руках у вратаря в итоге оказался. Но вот сейчас снова строитель в меньшинстве, и в меньшинстве он будет все-таки в начале уже второго тайма, потому что считанные секунды остались до завершения первой половины игры. Я напоминаю, что сейчас у нас в перерыве конкурсы для болельщиков, поэтому, уважаемые болельщики, у кого друзья на трибуне, отправляйте срочные смски, звоните, призы, подарки, все вот буквально через несколько секунд. Известный в городе ведущий Константин Басков уже готов выйти к вашим, хотел сказать, чуть-чуть не сказал, к вашим ногам. А вот сейчас, ну нет, здесь офсайд. Офсайд. В раздевалку, мы и так уже один мяч-то в раздевалку получили, а второй это было бы вообще... Второй мог завершить матч и убить всю интригу, на самом деле. Последняя минута идет. Строитель на своей половине. Сейчас будет дальний забросик, да, диагонально, наверное, вырезалось. Но снова безуспешно. Пока вот такие дальние забросы, верховые передачи не доходят до хоккеистов строителей, до нападающих, до атакующих полузащитников. А старт играет также примитивно, по сути. Ну, первый тайм показал, что у старта больше опытных игроков, которые могут, хороших нападающих, которые умеют и могут забить. Ну, это мог нам показать и протокол игры, да, стартовый. Поэтому трудно будет, конечно, нашим ребятам, но нужно отдыхать и нужно идти снова вперед во втором тайме, добиваться. Добиваться моментов и реализовывать их, и забивать, иначе не будет победы. Да, ну, посмотрим. У нас впереди второй тайм, а пока перерыв. Со счетом 1-2 Нижегородский старт выигрывает в Сыктывкаре у местного строителя. Надеемся на более... Вы все еще не решили, с кем отмечать новогодние праздники? Возьмите в напарники электроинструменты «Вихрь». Ведь с хорошим инструментом в каникулы можно много успеть. Тем более праздничные цены с хорошими скидками на лучшие модели электроинструментов «Вихрь» уже в торговых центрах «Инструмент» на Сысольском шоссе 29/10 и Первомайской 25. Вы все еще не...
сейчас выбрать 5 счастливчиков. Можно нам поближе сюда? И прям сюда к нам. Готовьте, пожалуйста, билеты. Приз. Это шуруповерт. Я достаю первого. Нет, все честно будет. Выходим к нам. Есть первый счастливчик, выходим к нам. Сейчас мы с вами поборемся за главный приз. Вот, серьезно. Идем сюда. Это первый счастливчик. Я все честно делаю, мне все равно, кто выйдет. Давайте поднимайтесь ко мне, я вам сейчас сделаю площадочку. Конечно, вон сюда, понимаете, чтобы все видели. Мы же здесь свои. Как вас зовут? Меня зовут Константин. Ну, понимаете, сюда. Давайте достанем следующего счастливчика. Да. Ваня, давай, доставай. Итак, следующий счастливчик номер 4. Отлично. Не, у нас... Было видно тебя. Ну, давайте покричим за строитель. Строитель! Отлично. Идут к нам. Отлично. Подарок у нас только один. Отлично. Это третий, где четвертый? Идут к нам. Повзрослее было. Мама сейчас будет. Идем сюда. Подвинемся. Все, друзья мои, у нас прям трансляция на БНК. Можно вот прямо вот на крыше. На крыше есть у нас оператор. Давайте помашем ему. Строитель, вы лучшие.
5-й участник, я сам. 5. «902». Так некогда, шевелишься. К нам. 2-й. Это можно уже спускать. Все, спасибо. Мужчины. Видите или нет? Сами. Либо кому-нибудь передайте. А идем сюда. Нет, дрель не отдам. Надо будет выиграть ее все честно. Проверим, как... Которые... Сейчас поорем от души, покричим от души. Да! 9 секунд и 18 сотых, аплодисменты! Хороший результат, но ребята готовились. Это просто обалдеть. Классно. Так, я здесь сбрасываю. Готовы? На старт, внимание, поехали. Секунды, 17. Нет, подождите. Можно я ему подарю свою? Переходите сюда. За клюшку, конечно. Готовы? На старт, внимание, поехали! Инструмент. Отлично! Можно нам подарки? Были подарки. А, подарки здесь. Вот они. Так это тоже возьмите. Во-первых, такого строителя. У тебя 3.
также достается плакат. Спасибо огромное. Вот такая фирменная достается. Михаил, да? Иван! Конечно. Вань, ты видел, каким ростом гламурным у строителя и у тебя такой? Поздравляю тебя. Аплодисменты, отлично. Спасибо. Ну и у нас инструмент, магазин инструмент. Есть подарки. Я здесь с вами встречали. Сегодня мы хотим за верность и преданность Игорю Марковичу. Игорь! Высоко, высоко. Да, Игорек, вот туда надо сразу помахать, потому что там БНК нас снимает. Игорек, пару слов. Здрасте. Отлично. Спасибо. Держи. Благодарность вам. Со строителем. Также благодарность выражается Максиму Маркову. Максим Марков, выходим к нам. Тоже наш ярый фанат. Максим. Команды тебе жмет. О, а я здесь вижу, что Юрия знает. Давай к нам. Ура, выходи. Награждать. О, ребята, привет. О, Юра, идем сюда. Спасибо огромное, Юра. Главное. Да, ну давай, какая... Давай. Вот туда. Да. А я вижу. Видишь? Привет, только не падай. Отлично. 10 тысяч. Спасибо огромное, что вы стали. Благодарность Ольгу Ивану. Иван, Елохин. Строт Андрей выходит сюда. Что у нас? Выходим сюда. Раевский выходит сюда. Я
И Немкову Геннадию Ефимовичу. Спасибо огромное, что вы построителем. Так, вы. Да, быстренько поднимите. Да, Саша, на каждом матче он с нами. Ты, Саша, лучший микрофон я тебе не дам. Спасибо. Кто это? Кто это? Благодарность Марку Максиму. Вы Владимир, Марков Владимир. Все, отлично, мы исправим. И вам. Друзья мои, мы сегодня болеем за зрителей 100%, они будут лучшими. Идем мы с вами. В торговых центрах «Инструмент» половину стоимости товара просто дарят бонусами для 100% оплаты следующей покупки. А еще сотни товаров по суперценам. Ждем вас на Сысольском шоссе 29/10 и Первомайской 25. Мы будем ждать, во-первых, от нашей команды. Активности? Активности, да. Вот, пожалуйста. Вот такой, как вот сейчас поймал. Все-таки не совсем удачно обработал, не да. Чуть-чуть, да. Вот таких моментов должно быть как можно больше. Туда и мы справимся. Увело чуть-чуть мяч в сторону. Если не будет, то трудно будет. Увело чуть мяч в сторону, и поэтому не получился такой опасный выход именно 1 в 1. Не получилось бросить акцентированно, переиграть вратаря в ближнем бою. Но это уже звоночек. На самом деле сейчас старт может занервничать после такого резкого начала. Да, я думаю, что тренера все-таки сказали нашим нападающим, чтобы они были активнее, больше открывались и просили мяч этот, чтобы наша игра шла через их, через нападающих. Ну и чтобы полузащитники все-таки быстрее переходили половину поля. Да-да, полузащитника уже надо еще в обороне отрабатывать. Нападающий не каждый отработает назад, а полузащитнику надо бегать туда-сюда, поэтому сил надо больше. Ну, с первых минут один момент был у Лосюка, у 9-го номера. Думаю, что может и будет и больше таких моментов. Сейчас нарушение правил со стороны Нижнего Новгорода. Свободный удар. Ну, тут до ворот достаточно далеко, поэтому розыгрыш с последующим ударом, либо с забеганием, вырыванием в штрафную. Посмотрим, какой вариант. Пас назад просто, да. Не рискнул сейчас Сергей Шибонкин закидывать мяч вперед в борьбу, где можно было его потерять. Вполне так легко. Да, они сохранили мяч, и теперь начинают какую-то новую, атаку. осмысленную такую атаку. Но все медленно делается пока. Вроде как начали быстро, а опять все это перешло в медленный темп. В любом случае, там риск мог бы и оправдать, а мог бы и привести к опасной контратаке, поэтому, наверное, решение капитана было правильным. Если не видел вариантов очевидных, то сыграл осторожно. Сейчас многие команды так играют, сохраняют мяч, не отдают сразу какие-то там неточные пасы, передачи, сохраняют мяч, начинают снова атаку. Конечно, потери это же плюс атака соперника. Неизвестно, чем она может завершиться. Ну, а пока от ворот у нас Строитель на своей половине поля. Сейчас чужой индивидуальными действиями забегает у нас 23 номер. Максим Зубарев. Хотелось бы, конечно,
более опасная ситуация, но угловой, да, заработал Максим легкости Зубарев какой-то не угловой. видно пока у Максима. А по таким моментам, в принципе, угловой это не так плохо. Угловой это опасный стандарт. Точная подача, Ну, удары. должны попасть, я не знаю, кто-то должен же пробить и попасть в створ ворот хотя бы. Ну вот, подача. А вот точного удара и гола мы, к сожалению, не увидели от ворот Нижний Новгород. Матчи между Строителем и Стартом исторически складывались упорно. Практически не было такого, чтобы одна команда 2 матча в сезоне разгромно выигрывала. Особенно Строитель неплохо был в своих стенах. Это прежде всего в начале 90-х годов, но и в 2000-х тоже давал бой. Например, в последнем для Строителя сезоне в высшей лиге, когда она еще была выше, а не суперлигой, на Сыктывкаре Строитель уступил Старту только со счетом 2-3. Минимальная победа Нижнего Новгорода была зафиксирована. В сезоне 2008-2009 года Строитель выиграл 7-2 на своем льду. Понятное дело, что он в Нижнем Новгороде проиграл, примерно с теми же цифрами, 3-7. Но победа была. Победа была и в 2007 году, и в 2006 году. То есть такой соперник и был для Сыктывкарского клуба вполне по зубам. И остается. И мы пока не видим, за счет чего именно Старт заслуживает эту победу, скажем так. Да? Ну, 2 мяча забили, молодцы, конечно. Ну, им легче намного, они играют на выезде. Вот видите, они держат мяч, передают его. А что сказать про команду Старт, если так влюбиться в историю, то во все времена команда была, конечно, уступчивая, хорошая, добротная. Особенно во времена Юрия Ефимовича Фокина. Это была команда супер, и трудно было обыграть дома там, в Нижнем Новгороде. Пытались обыгрывать и дома, и это у нас получалось, наша команда. Ну, я вот сейчас поднял специальную статистику по матчам Строителя Старт. Сыктывкарский клуб ни разу в одном сезоне не выиграл 2 игры у Нижнего Новгорода. А вот сейчас опасный прорыв. В данном случае защита. Там 5 человек. Хороший дриблинг по центру, да. Показал 23-й номер Зубарев Максим, но продолжение... Ну, там нарушение правил, конечно, было. Только ценой фола остановили. А ведь если бы еще на пару метров буквально ближе, там уже фол бы приводил все-таки к 12-метровой отметке. А не к свободному удару. 23-й номер, я думаю, что если дело пойдет, то он может что-то натворить здесь в центре. Ну, вот еще угловой. Атака Строителя превращается в затяжную. Будем смотреть сейчас за подачей. Ну, видимо, игроки поняли, что если не сегодня, то никогда. Дальше пойдет игра в Старте. В Нижнем Новгороде будет трудно там взять очки. И потом домашние игры будут. И с Красноярском приедет, и Кемерово. Максим Зубарев сам же и подает. Сегодня надо ребятам сделать невозможно. Они уже в этом сезоне, да, мы вспоминали в первом были близки к невозможному, это, к победе над Байкалом Энергии в Иркутске. Там это, конечно, было бы с разряда фантастики. Сегодня это невозможно, не такое невероятное, как бы на выезде с Байкал Энергией. А вот если углубляться в историю, опять же, противостояния, то самую большую победу Старт одержал над Строителем в сезоне 96-97 года, 96-97 годов, когда 8-1 Нижний Новгород победил. Ну, и с тех пор таких крупных цифр противостояния между этими командами не было. Трудно было всегда играть в Нижнем Новгороде, у них маленький стадион, маленькое поле. Неуступчивая команда, поэтому мы очень редко там брали очки. Поэтому сейчас нашей команде придется ехать туда, в Нижний Новгород. Я думаю, что если сегодня мы не возьмем очков, то и там нам не дадут. Матч на матч не приходится. Ну, все может быть, если реально так пацаны не подойдут делать, лучше выиграть дома. Удачно, вот Максим Пархомов начинает даже атаку снизу. Ну, спускается специально к своим защитникам. Мало. Ну, нападающих и у Старта-то особо не видно. Приходится спускаться, Максим. Тоже дома Максим показать Циферов, хорошую автор игру. второго мяча, это полузащита.
Ну, игра в центре поля, хорошо играет в обороне и разбирает нападающих. Трудно открыться. Игра вязкая, действительно, у нас в Сыктывкаре сегодня. Сейчас их буквально вчетвером, да, втроем подбирали мяч. Алексей Бушуев. При этом вот как раз лидеров-то старта Строителей закрыл. То есть ни Каткова, ни Бушуева так в игре не видно. Нет, в обороне наши играют неплохо. Вот эти два гола, которые забили старт, это... Один случайность, да. Другой просто красиво. Вторая случайность. Но красивая. Там и удар был. Такого, чтобы наши такую большую ошибку допустили. Давайте сейчас не будем сглазить. Не хочется. Старый красный закрепился перед Строителем. Заработал свободный. Стеночку настраивается. Максим Шакиров сейчас руководит. Ставит стенку. Ну и стенка-то вот сделала свою роль. Хорошо, вышел хороший защитник получился. Больно, конечно, но нужно это делать. Ну, в хоккей играет настоящий мужчина. Это все помним. Касается это не только хоккей с шайбой, но и хоккей с мячом. Попади бы мяч хоккей с мячом какого-нибудь из игроков футбольной Барселоны, мы там видели бы драму и трагедию, достойную постановки Шекспира. А здесь прошло пара секунд, игрок встал, побежал играть. Нет времени-то сидеть и лежать, в принципе, ожидать, когда тебе придут, посочувствуют. Нужно сравнивать счет, нужно атаковать, радовать болельщиков. Вот наши ребята стараются что-то создают. Болельщиков все простит, кроме безволия на поле. Завершение нет какой-то логического. Вот все атаки так где-то. Ну, сейчас снова на индивидуальном проходе. Евгений Лилкин у нас проходил, сбили его. Но показывает, что нарушения правил там в результате не было. Хотя вот мне вот честно показалось, что цепляли защитника, который пришел к нам в центре поля вся игра происходит. Вот второе нарушение. А нет, все-таки мяч у Строителя. Это было повтор. Да. Остается Сыктывкарцы с мячом. Ну, конечно, с той точки, где был установлен снаряд, создать опасную ситуацию, пару передач было невозможно. У нас показывают операторы, что удаление было в составе Сыктывкарского клуба. Сергей Шибонко, капитан команды, удален. И вот без него сейчас Строитель будет угловой подавать. Устраиваются хоккеисты Сыктывкарского клуба для удара. Небольшое совещание у них прошло. Ну и вот уравняли составы. Андрей Осипенко, номер 77, тоже прохлаждается сейчас на скамейке запасных. Простите, на скамейке штрафников. Вот розыгрыш последовал. Вратарь контролировал, оказался эпизод. Вот мяч у него и добивание! Ну что ж вы такое опять творите? Это значит большой вратарь. Был бросок и попали в вратаря. Он не среагировал, просто попали. А вратарь, видите, он почти. Он просто лег. Он лежал, не попал. Да, обидно. И вот еще момент. Вратарь здесь уже забирает мяч. Это не везение, это не умение. Вот, хороший, вот был бы сейчас мяч у Пахомова в такой ситуации, он бы этот гол забил. Да, не все игроки. Надо пережить, походу, вот такой момент, отойти от него. Потому что должны были, обязаны просто сыктывкарские хоккеисты сравнивать счет. К сожалению, это им не удалось. Позади у нас практически почти 13 минут второй половины игры. Время еще есть. Чуть более получаса осталось. И если такие моменты будут продолжать появляться, то мы видим еще не один забитый мяч. Да, хорошо сыграл. Здесь ближний угол, удар был. Вратарь был закрыт защитником, но проявил реакцию и был ошибен в этом моменте.
Не хотелось бы, конечно, после такого стопроцентного эпизода получать какую-то левую плюшечку. Ну, уверенно сыграем. Миша! Ввел в игру, была контратака. Которая, да, захлебнулась на пост штрафной. Сейчас чуть-чуть играть посвободнее будет, потому что все-таки в усеченных составах играют команды без одного игрока. Пахомов начинал атаку. И снова нарушение правил на 12 номере, как раз на подкове. На Денисе Подкове. Опытнейший полузащитник, конечно, в составе старта. Играл за сборную России. В 2009 году играл за Суперкубок мира против команды Швеции. Матч завершился со счетом 6-5 в пользу скандинавов. Много чего повидал на своем веку. Ну, у нас вот Строитель получает еще одно удаление. Максим Немцев покидает площадку. Если не ошибаюсь, второе ударение для Максима. Защитник основной, что-то там какая-то должна быть заменяемость. Да, как бы еще одно удаление, и Строитель в меньшинстве останется. У нас есть защитники, Корабль может там сыграть. Может, это одно. А если его еще целенаправленно наигрывали на позиции под Немцева. Ну, надеюсь, до этого дела не дойдет. Без красных карточек обойдется Сыктывкарский клуб. Значит, очередная атака старта по флангу была. Хорошо, наши защитники направляют в края нападающих. Ну, заставляет их, да, во фланге. Я бы не сказал, что медленно играет. Тоже команда старт очень медленно играет, поэтому справляться с ними очень легко. Нужно забить, самое главное забить. Ну, так время забить. Играет в пользу старта. Тяжело забить, погодные условия тоже не идеальны. Вот у нас тоже неплохой такой хороший обильный. Пока старт на своей половине поля. Михаил Тюка как раз вот оказывается на льду после сольного прохода. Он почему-то продолжает играть. И вот побежал что-то защитник старта высказывать Владимиру Власюку. Владимиру Власюку лучше ничего не высказывать. Владимир Власюк может и ответить. И не только слово. Лучше бы голом. Ну, лучше бы голом, да. Говорить нужно много, надо играть. А спокойно проехал, развернулся. Хорошо, смотрите, какой пас. И без офсайда. 1 в 1. Вот молодец, это да! Молодец! Ну, обменялись команды. 100%. Смотрите, мяч был у Пахомова. Сейчас он снова. Был у Пахомова хороший пас на Бушуева, выход 1 на 1. И если бы не наш вратарь, то... Вратарь выжидал. Все бы закончилось, конечно. Такой хоккейный буллит был. Прямо как хоккей с шайбой, но только ворота раза в 3 больше. И вратарь. Такой хорошая комбинация получилась у команды старта. Вот сейчас у старта удаление. Снова команды в равных составах будут. По 8 полевых. И такие зоны сейчас будут возникать в ближайшие несколько минут, пока не выйдет первый удаленный игрок. Момент был действительно шикарнейший. Хорошо работает судейская бригада. Не дает командам. Сергей Переменов нападающий удален. Да, в судейской бригаде пока вопросов нет ни у одной из сторон. Держит нити игры в своих руках, не дают, значит, какой-то... Дают жестко играть, но не в пределах правил. Но не грубо. Да, не грубо. Хоккей с мячом не грубый вид спорта. Здесь надо аккуратно. Тут лучше бегать ногами и думать головой. Строитель, да, Денис Строитель, ну, я так понимаю, Денис Судаков ударил. У нас сейчас был еще один эпизод. И вот индивидуальный проход. И гол, да. После удаления Дениса Судакова старт забивает 3-й мяч в ворота Строителя. Ну, индивидуальное мастерство. С этим ничего не поделать. Прошел. Да, у старта игры как таковой какой-то хорошей игры в хоккей с мячом нет. У них есть более индивидуально сильные игроки. Вот видите, смотрите. Второй не успевает это накрыть. Максим Пахомов.
Удар слева, и в родном городе он забил гол. А до этого он забивал только в ворота Старта. Ну, не только, конечно, но Стар был его любимым клиентом. Да. Частенько забивал он Нижнему Новгороду. Да, я только хотел сказать, что не забивал еще Максим Пахомов, не хотел сглазить, но вот видите, как получилось. Давайте сейчас попробуем. Давайте вот сейчас мы скажем, что не забивал Владимир Власюк. И можно еще парочку каких-то. Я вообще не помню, когда он забивал. Я уже напоминал, да. Он забивал Трубнику. 7 ноября. Трубнику. 7 ноября вот Владимир Власюк забил третий мяч. Нападающий должен забивать в каждой игре. В каждой игре, иначе ты не нападаешь. Ну, хорошо, назовем его полузащитником. Давненько. Сейчас он открывается, сейчас, видите, он позади полузащитника. Ночью мы не оставили. Открыться он тоже как следует не открылся. Вся атака забьет. Ну, Старт воспользовался теми самыми зонами, которые появились после удаления от 2 игроков в составе обеих команд. Встретили еще 3. Так что Старт имеет таких нападающих, как Пахомов. Понимаете, это я не говорю, что Пахомов большой такой какой-то уж великий нападающий, но он умеет забить. Ну и за сборную. А это ценное качество, которое просто нужно для нашей команды. Где такой нападающий, который может забить? Нет пока. А не забиваешь ты, забьют тебя. Не будем отчаиваться. У нас еще впереди 25 конечно, минут. 25 минут. Хоккей с мячом такая. Играть и играть. Такая игра, что можно за минуту все решить. Вагон времени. Кто будет это делать? Сейчас мы посмотрим, конечно. Ну, я думаю, все на наших полузащитниках снова ляжет. Да. Нагрузка. Мы уже видели, как Максим Зубарев рвался к воротам. Антон Павлендер проходил. Вот сейчас снова Евгений Леюхин, защитник, оказывается на льду после столкновения с 13-м медведь на поле номером. Вот свободный удар. Угол, конечно, острый. Ну, отсюда бить это разбивать даже такого молодого, как Иванчиков, да, Юрий Иванчиков. Отсюда бить только если вот под перекладину, точнее, как в паутину. Надо уметь. Я думаю, что даже те, кто умеют, не всегда попадают. Вот у нас продолжается так строители. Старт просто на РБ сыграл. Упростил ситуацию, но в итоге борется сейчас на чужой половине поля 23-й номер. Обозначил прессинг. Затруднил атаку встречи, но все равно вот уже на чужой половине стакарская команда и очередная потеря. Потеря полузащитника. Видите, да. Она чревата чем? Вот смотрите, сейчас заброс. Провалом в защите. Заброс, высоко поднятая клюшка. Ну, судья якобы не заметил этот момент. Может, и правда там было нормальное положение клюшки у игрока. Ну, смотрите, снова перекатываем. Приходит на чужой половину поля строитель. И снова потеря. Очень медленно. И снова 23 номер Алексей Бушоев. Мне кажется, он на всех участках поля сейчас присутствует. Уже 2 атаки строителя прервал. Отработал в защите. Ну и старт в полном составе. Хороший хоккеист. Недавний игрок сборной даже. Кировский. Воспитанник Кировского. Мастер спорта международного класса, да. Выступал за родину, за Динамо. Он вырос в родине, у них была очень хорошая команда юношеская 85-го года рождения. Казаковцев. Он с 2002 года выступал за главную команду Родины и в 2006 году даже стал бронзовым призером чемпионата России. Потом у него был казанский период. Здесь карьеры. еще один есть, вот его Перминов. Он как раз на скамеечке штрафников. Перминов тоже в одной команде играли. Динамовский, ну Жданов. Вот сейчас опять 1-1 выход. И 1-4. 12 номер. Это Катков. Наигранная комбинация. Видите, это вторая такая же комбинация. Заброс за наших защитников. И где последний защитник? Как? Может быть, сейчас мы тайм-аут сейчас увидим? Посмотрим. Исполнение. Ну, тут все четко, все грамотно сделал. То, что не смог сделать старт несколько минутами раньше,
С выходом 1-1 нижегородцы сделали сейчас. Счет 1-4. 2-0 проигрывает второй тайм. Разводит мяч. Ну и завершая разговор Алексея Бешуева, хочется отметить, что у нас все-таки в 2010 году был обладателем Кубка мира, в 2011 году чемпионом России. Весьма титулованный игрок. Опытный, очень опытный игрок, хороший, который бы подошел в любую команду. Ну, может быть, исключение сейчас Енисей составит. Ну, мне кажется, что и там не затерялся. Не будем брать команду. Мы с нетерпением ждем приезда сюда, этой команды, чтобы посмотреть, как надо. Ну, мы в том году их смотрели уже. И СКА, и Енисей в матче. В том году не такой хоккей показали, Хабаровск был не на голову, не сильный. Ну вот смотрите, опять вот еще один ошибка в обороне. Полностью провал. И 1-5 это уже не то, что мы ожидали от этой игры. Мне кажется, расклеилась оборона Светлогорского строителя, и надо все-таки привести в порядок мысли. Я вот думаю, что тайм-аут нужно брать. Нужно его было брать после 1-4. Это бортовой защитник, который правильно откликнулся на этот запрос, поймал мяч, вышел 1 на 1 и спокойно забросил. Да, ну, действительно расклеился строитель. В обороне два таких, даже 3 таких момента подряд за 10 минут. Мы же говорили, что можно забить не один мяч за оставшееся время. Конечно, подразумевали, что счет при 1-3 может стать 3-3, а он в итоге становится 1-5 в пользу Нижнего Новгорода. И по второму тайму довольно уверенная победа старта. Если по первому были вопросы, и нельзя было сказать вообще, кто является лидером, кто лучше на поле, то вот такие ошибки во втором тайме, которые позволяет себе Сыктывкарский клуб, они непростительные, и старт еще хорошо, что не все реализовал. Очень слабое движение, поэтому, видимо, сказалось, что эта повестка длительная. Сейчас нужно еще 3 игры играть на выезде, не знаю, что там. Ну, такой календарь, тут ничего не поделать. Ну, все в таких условиях. Я конечно, говорю, что были же у нас же тоже было преимущество 4 домашних игры на старте сезона. Потом выезд. Все нормально. Угловой удар, еще один момент. Да. Ну, теперь уже старт не остановить, естественно, что они сейчас... А теперь и старт уже не будет особо время тянуть вот так, обороняясь всей толпой на своей половине поля. 1-5, они уже понимают, что вряд ли мы еще оставляем такой виртуальный шанс для строителя что-то изменить в игре. Я думаю, что и старт, и многие болельщики и зрители у экранов сейчас понимают, что вряд ли изменится кардинально сюжет и расклад в этом матче. Единственное, что, конечно, может быть, мячей побольше увидим. И, конечно, хотелось, чтобы хотя бы несколько из них пришлись на долю строителя. И все же старту забивать. Физическое состояние игроков видно просто невооруженным глазом. Очень плохое. Уставшие. И вот сейчас еще момент уже буквально попали в стенку, с ленточки выбивают. Еще один угловой. Совсем что наши ребята расклеились, встали. Надо что-то предпринимать. Ну, видимо, на морально-волевых уже доигрывают Сыктывкарцы эту игру. Ну, сделали штурм. Нехорошо, это можно сейчас еще получить. Ну, сделали они штурм в стартовых минутах второго тайма. Штурм успехом не увенчался. И дальше тяжело, видимо, оказалось с эмоциональной, с психологической стороны. И эти мячи, которые пришли друг за другом, в общем, выбили из колеи. И физика тоже сказывается, поэтому... Ну, да, поэтому Милан, Ливерпуль, Лиги Чемпионов мы не увидим. Старт Нижний Новгород, если сегодня выигрывает домашнюю игру строителя, то они, конечно, поднимутся серьезно. 15 очков. Поднимутся и будут бороться. Еще есть шансы бороться за плей-офф. Теоретический шанс, конечно, даже есть у строителя и у Родины. Кто знает, что будет дальше. Но пока мы знаем, что 1-6, да? Да, сейчас мы видели еще один гол. И очень красивый, на мой взгляд, в исполнении нижегородского старта. 1-6 становится счет. Сейчас будет передача на другой фланг. Там никем не прикрытый.
нападающий старты. Мимо вратаря посылает снаряд. И 1-6. Такое зрелище приятное. Дубль Максима Пахомова. Не мучает человека совесть. Видно, что совсем. Ну, вот смотрите, вот, это видно, что они развели мяч, да. Развели мяч на свою половину и привезли сами себе угловой. Я думаю, что тренеру сейчас надо взять тайм-аут. Я считал, что его надо было брать еще после 1-4. Сказать ребятам, что зачем они здесь собрались сегодня. Я думаю, что они поймут, если это скажет им Франц. Ну, Строитель чередует в этом сезоне успешные игры с не очень успешными. Да? То есть после Казани была Волга, после Байкала. Я еще раз повторяю, что играть похвалил тренер Ульяновска за то, что они играли хорошо в обороне. Да, но так можно играть только на выезде, а дома надо показывать игру для болельщиков. А в Арсенале, видимо, у нас нет такого, чтобы мы могли играть грамотно и в нападении, и в защите. Ну, я бы удивился, если бы у Строителей были огромные нарекания по ходу сезона именно в обороне, потому что это понятно, что известный сейчас защитник. Самое время выпускать нашего 7-го номера. А сейчас можно, да, молодежи дать поиграть, сэкономить силы в основе. Думаю, что он не испортит здесь картину. Трудно испортить то, что мы сейчас видим во втором тайме. Но поиграть ему было, конечно, большой опыт. Я даже скажу, что если мы с вами сейчас при счете 1-7 выйдем на поле, то мы с вами тоже мало что испортим. Было бы 2-7, да. Пока 1-7, да. Но интрига-то заключается, видимо... Плачевно, очень. Интрига заключается только, конечно, перевалит ли дома такой старт 10 мячей. В 6 мячей. Растерялись ребята, конечно, сегодня. Ну, посыпались. Тут Алексей Киселев отличился, тоже полузащитник нижегородского старта. Еще 14 минут играл. За эти 14 минут старт может и еще парочку внести в ворота хозяев. Алексей Киселев, кстати, местный воспитанник. Местный Нижнего Новгорода. Ну, понимаете, всю карьеру провел в Нижнем Новгороде. Да, наши хоккеисты должны понимать, что каждый забитый гол в наши ворота — это минус 100 болельщиков, я думаю, что на следующую игру. Ну, 100 не 100, но смотреть, порядочно, да. Я думаю, что пойдут, конечно, болельщики смотреть наши игры в хоккей с мячом, так как приезжает хорошая команда. Надо хоть на них посмотреть, как надо. Это ведь не самая сильная команда. Тут многие пришли посмотреть на нашего Пахомова. Я думаю, что там полтрибуны только на Максима. Скоро придут посмотреть на Миргазова и всех остальных красноярцев. Благо, что у нас даже шведского, который забивает там в каждой игре по 2-3 гола, Петерсон, молодой игрок. Я думаю, что это счастье прийти посмотреть на такого игрока. Ну, благо, что у нас один чемпионат, один из сильнейших в мире. Соперничать с ним может только шведский. Поэтому смотреть здесь есть действительно никого в составе не только Строителей, но и в составе других команд. Конечно, усиление Сыктывкарского клуба необходимо. Я думаю, что усиливаться будет Строитель все-таки в межсезонье. Не зимнюю паузу, а в межсезонье. Будет сделаны выводы по итогам чемпионата. Да, надо очень хорошо подумать, какие линии нужно усиливать. По-моему, линии надо брать. нужно усиливать все, кроме, наверное, вратарской. Потому что вратарская у нас два равноценных голкипера. Я бы с вами поспорил, конечно. Спорьте. Насчет вратарей. Я не вижу ни в нашей команде ни того, ни другого вратаря, который мог бы выручить. Ну, Шакиров сегодня уже выручил несколько раз. Может быть, один раз в него попало, и он тут отбил один раз. А так игра вратарей, конечно. Ну, хотя, конечно, вратарь полкоманды, но защитники, конечно, не должны давать. Первая позиция на усиление — это, безусловно, нападающий. Можно все свалить на вратаря, конечно. Если ты не помогаешь вратарю, защитнику, не создаешь такие моменты
то он-то всегда выручит вратарь. Он будет всегда видеть, что игроки за него горой. На первой позиции на Аусине, конечно, нападающий. Тут слов нет. Да, это большая проблема, хорошего Либо нападающего. если вот Михаил Слитков все-таки Сразу скажу, преобразится, что но и его всё 9 равно номер, должно и быть. 10 номер это не нападающие. Это ребята, которые просто проводят время на поле. Это не имеет ни одного голевого момента за всю игру. Владимир Васюк имел на 46-й Не минуте. поймал, Да, не смог переиграть в ближнем бою там вратаря, который вовремя вышел и сократил интервал между ними нападающим строителем. Ну, время еще есть. Игр много, научится. Нападающий тоже молодой. Хочется, конечно, верить, что все у него впереди. Ну, молодой, но не наш. Если он научится у нас, то я думаю, что он у нас-то не будет играть. Он поедет дальше. Он Хабаровский. Я ближе к Хабаровску. Не думаю, что так Хабаровск прям. Ну, там ближе к Хабаровску есть много команд, которые бы не проще его тоже. Если он научится, конечно, поедет. Да не только его. Да, сегодня даже Зубарев хороший полузащитник, центральный, техничный, такой высокий, тоже очень плохо себя чувствует, видно. Совершенно, где-то один раз возьмет мяч и потом его 5 минут не видно. Ну, смотрите, Максим Пахомов, вот нападающий, сейчас отдаст, выйдет 1 на 1. Получит ответную передачу, забьет снова еще отдаст. один И, да, вот. 1-8. Я понимаю, вот за что болельщики любят хоккей с мячом, вот именно за такие атаки. Вот смотрите, вот они на троих разыграли. Максима пас, прекрасно. вот он вышел, бросил и забил. Это у него дано природой, понимаете? Это уже никак не... Ну вот тайм-аут будет, наверное, только сейчас, да? А это не тайм-аут, просто пообщались с тренерами. Просто поблагодарили Пахомова за такую игру. Да. Все игроки. Вот он хэт-трик в родном стадионе. Ну, осталось 9 Пахомову минут. тоже 32 года. По большому счету, конечно, сейчас в хоккей с мячом долго играют игроки. Но раньше 32 года это был уже предельный возраст. Ну, сейчас можно и в 45 играть. Да, сейчас играют в команде 141 год. Играют. По-моему, 16. Блин, Максим, ему 41, уже не играет спокойно себе защитника. А раньше в этом возрасте уже, конечно, становились тренерами, детскими тренерами. Шли работать в сельском хозяйстве или там в народном хозяйстве. Вот еще один момент. Удар. Вот тут не наворот. Ну, сейчас играют в Новгороде еще и пользуются услугами, ходят из команды в команду. Это конечно же, не дело. Надо давать дорогу молодым игрокам. Тренера наши все стараются сиюминутно добиться какого-то результата. Вот, и за счет того, что мы портим и своих игроков молодых, не даем им возможности набираться опыта, мы выпускаем вот таких блемов и многих-многих других. Повторюсь, Максим Блем у нас опытный игрок, он у нас выступал за сборную Латвии на чемпионате мира 2015 года. Вы видели эту сборную Латвии? Да? Честно, я думаю, что наша молодежка голов 10-12 набьет. Честно, не видел. За 5 матчей он забил 6 мячей и 4 передачи. Ну, там не забивать, там кататься не будет. Вот видите, тут... мы забили второй гол. Да. С углового. Чувствуется, что не такие эмоции у хоккеистов. Да, то есть забили как, не знаю, мяч престижа, можно это назвать, вторым мячом престижа. Смотрим еще раз. Подача. И вот мимо вратаря, мимо стеночки попадает мяч. Вот вышел Никита Агафонов все-таки, да, вы слышали нас, 7-й номер. Грех было не выпускать его по такой игре, по такому счету. 7
остается. Строитель в атаке. 93 номер. Денис Садаков. Нарушили правила на нем. Нижегородцы. Максим Зубарев у нас отличился в предыдущей атаке после углового. Вспоминали мы о том, что не такой яркий матч проводит. Ну, свое результативное действие на свой счет записал. Ну, бить угловые, попал, ворота, забил гол. Вот он снова с мячом. Я думаю, он сегодня такой не очень живой. Ну, он, по крайней мере, живее половины Сыктывкарского строителя. Если даже... Ну, если бы он был сегодня живой, может быть, даже в центре что-то было у него более такое продуктивное. Хотя, да, 23-й номер хороший парень, хороший хоккеист. Может вырасти хорошего игрока. В нашей команде. Ну, в нашей команде Прейер получает достаточно время на льду. Является основным, я бы сказал, ключевым игроком. Сейчас посмотрим, что у нас сделает 10-й номер. Вот он, атакует с правого края. В центре передача. А там уже все бушует снова с мячом. Проконтролировал, ушел от двух игроков строителя и на свободную зону на левый фланг. Инциферу, ход дальше. Вот у них уже все стало хорошо. Сейчас на правый перевели. Дошли до штрафной, только там вот атака старта прекратилась. Ну и сделать ответную быструю контратаку строитель тоже не может. Снова Зубарев. Заброс вперед. Там пока за мяч не может никто побороться. Да, я думаю, что смирилась наша команда. Она смирилась уже при 1-4. При 1-5 тем более. Просто старт уже понимает, что чудес не бывает все-таки. Можно выиграть там финал чемпионата мира, проигрывая 2 мяча на последних минутах. И молодежного, и взрослого. И шведы, и россияне это делали. Но нельзя спасти матч, проигрывая 6 мячей за 4 с лишним минуты. Причем проигрывая во втором тайме, но абсолютно по делу. Вот сейчас офсайд. Становится тревожно. Думают, что мы будем делать 8 января, когда к нам приедет Красноярск. Это, пожалуй, без комментариев. Я думаю, что все-таки к тому времени команда восстановится физически. И хотя бы скоростью гостям уступать не будет. Понятное дело, что мастерство и опыт нигде не появится. Здесь, может, с Красноярском не получится играть, потому что там, если ты не будешь двигаться, то... Будет еще хуже, чем сейчас. Но время будет как раз отдохнуть, восстановить свои силы, поэтому смотрим на этот матч. Встретить Новый год и... Смотрим на этот матч не то чтобы с оптимизмом, но не с таким вот негативом, да, который у нас вот, сейчас вот по мяч итогу этой встречи. Это что-нибудь. Вот двое его встречают. Вот видите. Нет, Никита мяч уходит. Нет. Сил много у Никиты. Мог бы играть все-таки от весь матч. Старта. Ну, Никита еще и не поехал ведь как раз на матч молодежки в Крылатское, в Москву, в Динамо. Его оставили специально здесь, дали ему вот возможность поиграть в Суперлиге, хоть и в концовочке, все-таки в Суперлиге. Ну, если бы наш Ваюшин бы раньше оклемался, то, конечно, может быть, кто-то или же Ефимов или Гафонов поехал бы за молодежку. Но, видите, как трудно сейчас, много травмированных игроков. Состав не хватает. Поэтому вот он здесь. Ну, довольствуйся тем, что есть, на самом деле. Все-таки вы встретили не такие возможности в финансовом плане, как у того же Енисея, СКА. 2 минуты осталось, да. А у других сибирских команд
Поэтому есть что есть, и главное, чтобы команда развивалась, росла. Понятно дело, что сегодня матч в актив Строитель себе явно не занесет, но может занести себе первый тайм, да? Потому что он прошел равный, но именно в том, что матч был равный, можно только с этой стороны, если смотреть. А вот по самой игре в первом тайме толком не было. Во втором уже даже и говорить не хочется. Ну вот старт в одной из последних атак в этом матче. Сохраняет мяч. Старт уже играет расслабленно. Ну, по этому эпизоду видно, что и защита Строителя играет расслабленно. Уже нет такой надежности и цепкости в обороне. Ее нет уже минут 15, как даже 20, наверное. Все понимают. Даром, что только если какой-нибудь старик Хатабыч сейчас появится на трибуне, только это может изменить расклад сил. Но ему, наверное, в Сыктывкаре было бы хочется в последней минуте матча пожелать нашим хоккеистам все-таки найти свою игру, в первую очередь в игровом нападении. В защите что-то проявляется, но вот сегодня ни там, поэтому надо пожелать им, чтобы они каждую игру наращивали игру, конечно. Чтобы нам было интереснее, все-таки нельзя дома проигрывать 8-2 такой команде, как Стар. Ну и болельщикам хочется пожелать все-таки верить в свою команду. Плохие матчи бывают у всех, мы это прекрасно понимаем. И чемпионы страны проигрывают, и проигрывают крупно. Тем более для Строителя это первый сезон Суперлиги, от команды не ждем сверхъестественных. Ну и можно же лучше сыграть и в Нижнем Новгороде. Ну, конечно. Давайте будем судить уже. Все-таки хочется нашим ребятам раскрыться, где-то убежать, и, видимо, сил не хватило, и вот получилось то, что получилось. Поэтому мы будем ждать следующей игры. Вот еще один гол. Такой еле-еле закатился. Там наши игроки пытаются выспорить, но мяч был, конечно, отсюда. На последней минуте. Нам было очень видно, было очень. И спорить-то не с чем, на самом деле. Нету разницы 2-8, 2-9. Это 2-10, да. Да, это не принципиально. Если бы давалось больше очков, если ты забиваешь там 3 очка, что 1-0, что 9-2. Ну, еще раз повторяю, что в домашней игре, конечно, надо готовиться лучше. Ну и повторимся, там, не расстраивайтесь, дорогие зрители, уважаемые болельщики. Это всего лишь игра, и следующий матч будет начинаться опять при счете 0-0 с чистого листа, со стартового свистка. Всем спасибо за то, что были с нами, за то, что смотрели трансляцию. И уже в январе, надеюсь, скоро с вами снова увидимся. С наступающим Новым годом, до свидания всем. Всего успехов, хорошего. Берегите себя. С замиранием сердца
В торговых центрах «Инструмент» половину стоимости товара просто дарят бонусами для 100% оплаты следующей покупки. А еще сотни товаров по супер ценам. Ждем вас на Сысольском шоссе 29/10 и Первомайской 25.